Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Валерий Ахадов, заслуженный деятель искусств России и Таджикистана, член правления гильдии кинематографистов России, академик киноакадемии НИКа, постоянный член жюри кинофестиваля «Сталкер», доцент в ГИКа. С 2004 года Валерий Ахадов является мастером и педагогом кинорежиссерской мастерской в ГИКа. Валера, мы сегодня вас пригласили в наш проект «Наше кино». Вы известный режиссер, кино, театр, все это, да, мы все это, зритель наш обо всем об этом знает. Вы нам сегодня в нашем проекте интересны как педагог в ГИКа, как человек, который уже более 10 лет активно общается с молодыми. У нас в Абхазии учатся более 10 ребят уже в киновузах России и не только России. Естественно, есть очень много вопросов. Очень много. Постараемся быть краткими. Давайте. Несколько вопросов. Давайте. Первый вопрос такой будет. Новое кино. Вообще новое кино. Вот молодые, они очень остро чувствуют время, они очень чувствуют остро вот эти новые ритмы, новые динамики, вот то, что, может быть, нас немножко смущает, они в этом живут, они это очень легко воспринимают, и, естественно, язык кино, оно у нас, как мы знаем, синтетическое, состоящее из тех же ритмов, из тех же каких-то, из движения, из динамики, и как вот эта жизнь наша, другая наша жизнь, как она влияет на их мировоззрение, и как вы с ними справляетесь и учитесь, вы у них, они у вас и так далее. Дело в том, что большого противоречия на самом деле нет. Конечно, они работают в другой немножко форме, они насыщены западным кино разным очень. В плохом смысле этого слова? Нет. Они знают хорошее западное кино, они знают такое голливудское кино, которое, собственно, оккупирует практически все страны мира и все экраны. Уже американское, это немножко уже другое. Да, нет, потому что в Америке есть тоже независимое кино, будем так говорить. Вот, то есть, и надо сказать, что ребята, вот когда уже так они начинают дебютировать, и я сейчас не говорю о студентах, которые только пришли, они очень неплохо владеют изображением, звуком, чего у нас, кстати, было у режиссеров старшего поколения такая проблемная вещь со звуком, они очень хорошо работают. Они работают в динамике, монтаж, практически каждый осваивает, умеет сам этим даже заниматься. Я думаю, что, может быть, основная задача вот мастера курса, да, те 20 человек, с которыми ты работаешь, 20-25 человек, это, чтобы были ученики твои индивидуальностями, они как бы не такой, не поток, мастерская там Ахадова, и значит все Ахадовы, или там мастерская Соловьева, все Соловьевы. Да, я за этим очень тщательно слежу, чтобы каждый мог высказать свое, даже во время учебы. Да. Это первое. И второе, конечно, борьба за что идет? За, за мировоззрение. За то, чтобы кино было не только сюжетным, интересным, развлекательным, что необходимо для того, чтобы его зритель воспринимал, но чтобы оно было со смыслами какими-то, с высказываниями авторскими. Я очень ценю и стараюсь в учениках это вытащить. Это вот авторское высказывание. Вот ты так смотришь на эту вещь, а ты по-другому на эту проблему. Вот делайте разное кино. Делайте разное кино, чтобы за фильмом стоял автор. Чтобы вот это «я» было обязательно. Вот так, как я, не снимет никто другой. Да, только я. Да. Потому что, знаете, как говорили субъективные идеалисты, мир – это комплекс моих ощущений, говорили они. Его не существует мира объективно. Это я вот вижу его так. Вот мне кажется, что режиссер – это тоже это человек, который должен
дать комплекс своих ощущений о мире, о явлении, о людях и так далее. Вот это как бы генеральная задача, которая... Потому что ремесло мы за 2 года осваиваем ремесло. Умеете рассказать историю. На 2-м месте это артисты, чтобы ты умел играть, работать с актерами, чтобы ты мог передавать эмоцию. Ну и самое главное, о чем кино? Твое отношение к жизни. Тем более сейчас с нынешней аппаратурой, вот так же, как у вас все здесь, все как бы легко, доступно. На телефон можно сейчас кино снимать. Вы яркий представитель именно вот этой великой русской киношколы. Ну, скорее, даже советской школы кино. Советской, да, совет, но это великая Да, школа, да, она оказала да. огромное влияние на мировое Да, кино и так далее. согласен. Как сегодня вот эти традиции, эта киношкола, скажем так, насколько оно сегодня подвержено, вот скажем... Ревизии. Да, ревизии или реформации и так далее. Вот знаете, поскольку был такой довольно серьезный провал, конец 80-х, 90-е годы, почти до 2000-х, когда кино такое вот было у нас совсем слабенькое, и его было очень мало, и кинотеатров не было, где можно было посмотреть, конечно, воспитано вот нынешнее поколение, в общем-то, на американском кино, будем так честно говорить, даже не на европейском, на американском кино. К сожалению. С одной стороны, к сожалению, с другой стороны, надо отдать должное американскому кино, оно универсально. Вот его смотрят наши люди, смотрят китайцы, смотрят в Африке и все понимают. Но это кино как развлечение, это киноиндустрия. Киноиндустрия – это не так плохо. За счет киноиндустрии, вот пока у нас нет киноиндустрии, нам очень тяжело делать и настоящее искусство. Потому что киноиндустрия должна кормить вот художников таких отдельных, понимаете? Но это уже вопрос кормления, уже не вопрос А иначе ему кто деньги даст на фильм? Кино затратная вещь. Это я в театре пришел, у меня артисты... А вот, допустим, все сыты, у всех все есть. Так не бывает. Нет, ну давайте представим, ну, как было в Советском Союзе. У всех все есть, и что мы сразу гениальные фильмы начнем снимать? Нет, не гениально. Ну, во-первых, всегда процент гениев очень мал. Процент, как бы, ну, талантливых выше, чем гений. Средний, самый, наверное, широкий процент. Но вот эти среднее ремесло, которые знают, которые, да, могут сделать фильм, на который зритель пойдет в кинотеатр. Зритель тоже должен иметь выбор. Ну, а кино как искусство? Кино как искусство, это вот относится как раз к этому разряду. Но если мне студент, или вот когда мы уже учимся, говорит, вы знаете, вы меня не морочите голову этим искусством. Я вот хочу научиться ремеслу снимать нормальное кино. Вот мне дали сценарий, я его качественно снял. Это тоже очень большое дело. Конечно, да, конечно. Но... Сделать нормальный стол, понимаете, чтобы он не шатался. Ну, как и все. Мы, когда делаем любое произведение, в частности, вот кино, мы как бы создаем произведение искусства. Стремимся, по крайней мере. Только оно от нас вышло, это товар, за который зритель конкретно платит деньги в кинотеатр или покупает диск. Поэтому идеально, когда это сочетается. Но это очень более редко. широкую аудиторию. Такое совпадение идеально бывает да, очень редко. Но мы с вами пришли таким образом к следующему моему вопросу, подступили. Профессиональное, непрофессиональное кино. Сегодня снимать можно и на мобильный, и так, и масса любительской продукции, и вообще кино не проблема. Помните, в советские времена элементарная камера стоила так дорого, что не в условиях производства даже попробовать. Пленка, проявка, печать. Все, это было нереально. Надо было поступить в вуз, снять одну работку и понять, ты что-то можешь или нет. Этой проблемы сейчас нет. И вот встает вопрос о профессионализме. Профессиональное. В чем профессионализм? Очень много людей считают, что вообще можно просто вот взять и снимать, показывать. Там. Зачем учиться, скажем? Любому делу надо учиться. Любому. Кино это тоже есть азбука. Вот надо букварь пройти, потом родную речь, потом научиться
Киноязык. Киноязыку. 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 Вот этому мы с первого дня стараемся ребят научить. Киноязыку. Именно киноязыку. Что ты должен рассказывать кадрами историю, характеры и так далее, и так далее, и так далее. И мысли туда вложить, и эмоции вложить. Мне единственное, я вот борюсь, честно говоря, вот если мы говорим так, о молодом поколении, борьба идет на уровне в основном эмоций. То ли они боятся как-то быть сентиментальными или такими вот сопереживать тому, что они сами делают на экране. Вот это должно быть, мне кажется, это отстраненность, некая вот да, отстраненность. как бы я вот рассказываю вам историю, а вы там сами, а должен быть ты сам. А может, им истории неинтересны? Может, нет, другое? бывают истории более-менее... Нет, надо просто, жить с героями, переживать за них. Потому что если... Это же странная профессия режиссера. Я, например, могу вот посмотреть на фильм и сказать, так, это режиссер скупой. По жизни человек скупой. Этот пьяница, этот там бабник, извините за выражение. То есть это видно, это проявляется. Вроде мы ничего не делаем. Я там детям никогда не мог рассказать, чем я занимаюсь. Кроме того, как мотор крутил, понимаете? Я не могу. Да, это невозможно рассказать. Но тем не менее, ты вот весь свой коллектив, он твоими мыслями и чувствами живет. Эмоции должны быть внутри тебя, которые вот каким-то образом таинственным на экран передаются. Страсти. Страсти, да. Вот мало страсти. Чего, кстати, почему я говорю, не ругай никогда американское кино. Они умеют эти страсти, и не стесняются их передавать. Слезу выдавливают. Да, слезу выдавливают. А что? Надо. Валерий, вы сами мне вручили маленькую короткометражку в Гиковскую. Да, дипломную я очень работу. люблю. Да, дипломную работу, это даже не ваш студент. Я ее посмотрела, очень хорошая работа. И насколько я поняла, это образец вот такой работы костяком, основой, которая является вот именно вот эта вот русская киношкола. То есть там очень... Вот мне бы хотелось, чтобы вы немножечко еще сказали о ней. Хороший сценарий, позитивные герои, которые преодолевают препятствия, да, которые существуют у каждого человека в жизни. Большие, маленькие, трагедии иногда, драмы или просто такие драматические перипетии, которые надо преодолеть. И которые стремятся к чему-то очень позитивному. Я не буду рассказывать сейчас фильм, зрители его увидят. Да. Они увидят, да. Да. Конечно, этот фильм сделан профессиональным, потому что там была помощь киностудии, но сценарий хороший. Основа драматургии хорошая. Есть два героя разных. Да? Первое – это хорошая драматургия. Хорошая драматургия. Вот, большая... Основа русской киношколы, правда? Да, это хороший материал. Литературный ли он, или это пьеса, драматургия, или написан хорошим сценаристом. Бывает, что и режиссеры сами хорошие сценарии пишут, что реже, конечно. Вот. Но тем не менее, вот это вот хороший материал, точный подбор артистов. И главное, что за кадром стоит человек, который я вижу, что он этих людей любит. Он хочет, чтобы у них вот получилось, и зритель хочет, чтобы у них получилось то, что они задумали. И эта история вырастает за рамки местной истории до масштабов. Да. Вот, оказывается, в коротком метре можно рассказать очень многое. Очень многое. Валера, огромное вам спасибо. У меня, естественно, к вам масса вопросов, но, к сожалению... Следующий приезд у нас накопится еще больше вопросов. Огромное вам спасибо. Мы сейчас с удовольствием будем смотреть короткометражный фильм «Мама», который вы нам предоставили. И мы вас всегда ждем в Абхазии, в нашей передаче на абхазском телевидении. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Абдейрас. Аяныч, как дела? Отвали. Ну как это отвали? Аяныч, ты же обещал, я один не достану. Не дрейф, Ну как это не дрейф? Аяныч, ты же обещал. Смирно. Смирно!
Вольно. Начинайте, начинайте. Лодка диким давлением сжата, дан приказ, декрет на корму. Это значит, что скоро ребята в перископы увидят волну. Аиныч, давай сейчас, быстро. Перископы увидят волну. На пирсе тихо, час ночной, тебе известно лишь одной. Когда усталая подлодка из глубины идет домой. Успеваем? Успеваем, бежим. Держи. Давай. Держит? Держи, не мороси. Достану. Возиться с тобой. Нашим вечным полярным снегам. На пирсе тихо, в час Трубку взял? Взял, пошли. Ага, давай. Концерт час. Если сейчас все быстро сообразим, то успеем. И будет тебе и коммутатор, и конь в яблоко. Если нет... О, пошла. Айда. Когда усталая подлодка из глубины идет домой. Лох ты, колбаса. В наше нелегкое время даже младенец имеет мобильный. А ты? А сам-то? Чё сам-то? Я-то свой в дело пустил. Начинали офицерскую применить. Все, тихо. Давай, Анушка. Давай быстрее. Успеваем. Мразь. Там разница час. И чего? На работу уйдет и все, кабзда. Сейчас. Можно пускай. Стой, ботинки ты сними. Да ты же не снимал. А ты не просил. Давай быстрее. Давай. Колбаса. Ты код помнишь? Чего? Код, говорю, помнишь? А то вместо севаса в Оклахому. Hello, this is колбаса. Помню. Сейчас. Быстрее давай. То кранты просекут же. Сейчас. Алло! Тише. Алло! Тихо. Эй, алло! Я тебе говорю. Да подожди! Тихо. Алло! Не слышу, алло! Алло! Колбаса. Алло! Да отстань! Мам! Алем. Принесло. Что сказал? Не, ничего не слышно. Это бесплатно. Бесплатно. Слушай, а у тебя деньги есть? Сейчас, зачем? На почту. Тут во дворах недалеко. Успеешь? Быстро. На. Слышь, трубка где? Айныч, она там, а? Спасибо. Ботиночки ты взял, баклан. Ладно, дуй, сам схожу. Хотя подсадили мы бабку. Ага. Колбасный! Чё? Ничего. Патруль, осторожно. Ага, хорошо.
Как на матушке на Неверике, на Васильевском славном острове, на Васильевском славном острове, как на пристани корабельной. Молодой матрос-кораблист носил от 12 тонких парусов, от 12 тонких парусов, тонких белых полотняных. Не своей волей кораблист нащуп по указу ли государеву, по указу ли государеву, по приказу ли адмиральскому. Чего, бабушка? Да ничего. Так я пойду? А ты инженер? Инженер. Ты проходи, инженер, не стесняйся. Да я прохожу, не стесняйся. Бабушка, ну зачем? У меня время. Да не надо. Надо, надо. Работай, инженер, работай. Чаю попьешь и пойдешь. У меня сынок тоже военный. Ничего, не убежит твоя служба. Чего? Ничего, ничего. Ну и все. Вот. Нравится. А? Все нормально, бабушка. У вас паяльника нет? Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Кипящее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем. А это мой сын любит. Кури, Алексей. Александр. Чего? Саша я. Ага. Я пойду, мне пора. Посиди. Кури, Алексей. Саша я. У меня служба, я пойду. Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны, нужен нам блокада, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам для службы на море нужны походы и приветы из дому в далеких водах. И
чтоб не терять минут свободных даром, нам, конечно, в публике нужна гитара. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Вот. Это его первый кораблик. А вы смотрите, смотрите. Я смотрю. Ему необходима нежная забота и особое детское питание. Вискас для котят. Он создан Я вообще-то не курю, бабушка. стали малышу А? лучшей мамой на свете. Да курите, курите. Курю. Заботливы, как мама. Ой, а это он маленький. Саночки. С этим, как его... Лешенька мой. О, взводная, как у нас. Товарищ майор, курсант Колбасов по вашему приказанию прибыл. Майор Головачев, ваши документы. Что у нас с военным билетом, курсант? Товарищ майор, он это, постирался. А увольнительный документ где? Товарищ майор, он это... Так, понятно. А почему не по форме? Товарищ майор, понимаете, я это, ну тут такой... Отставить. Курсанты. Да. В комендатуру. Есть. Товарищ майор, тут такое дело. Можно мне Можно один Машу звонок? Залешку, курсант. Я выйду, и мы пойдем. Ты фильмов насмотрелся, что ли? Ну, я выйду, и мы пойдем. Отставить военный. Товарищ майор, я серьезно. Маме позвоните. Вот. Вот мой сын, мой Лешенька. Капрас? А? Капитан первого ранга? Ага. Здорово. А? Интересно. О, варшавяночка. А? Здорово, сын ваш. Где он служит? А? Сын ваш где служит, говорю? Так они все утонули. В подводной лодке. Это мои очки. 30 секунд Севастополя можно? Только минута. Тетенька, ну пожалуйста. Дуй в кабину, Спасибо. сынок. Папка, вот ты где. Я тебя нашел. Извините, пожалуйста. Да ничего. Ярик, пойдем. А папа у нас с тобой другой военный. Попрощайся с дядей. До свидания. Ну все, пойдем. До свидания. Алло, мам, это я! С днем рождения тебя!
Еще что-то есть? Где ходят оболтусы? Убью. Что с вами делать-то? Курсант Огурчиков! Я! Соберись. Курсант Огурчиков прочтет нам сейчас стихотворение. Я? За что? Читай. У каждого из нас бывает драма. Она, казалось бы, решается легко. Одна в далеком городе скучает мама, и этот город расположен далеко. И мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем. И мамы нас прощают, как всегда. А когда-то мальчик Всё, был беспокоен. ведите. Отставить. Давай за мной, боец. Вот, значит, ваши документики. Идите, я вас здесь не видел. Спасибо вам. А у нее работа, а потом дружина. И под вечер с полной сумкой домой. Как две заботливые птицы эти руки нас успевали защитить и пожалеть. А мы смотрели молча на зарубки, на косяке дверном, мечтая повзрослеть. Но раз в году хотя бы, кажется, так просто вернуться к тихой радости любимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста. И мамы, понимая, не тревожат нас. И ждут, и врут опять немножечко соседям, прихлебывая тот же ягодный кисель, что, может быть, под Новый год домой приедем, а нас несет опять за 3-9 земель. Но как с пластинки пыльной пляжный визг нам слышен, память наша рвется пленкой, как в кино. И как же мы бессильны пирожками с вишней возвратить ту радость детства своего. Возвратить ту радость детства своего. Ура, огурцу! Иди на место. Убью гады. Снег. Ты не мерзнешь у меня, а? Мам, увидят, ну. Да ладно, мальчишка. Ага. Ой. Этим твоим двоим архаровцам по 10 суток впаяют. Да брось-таки наши. Ребята хорошее дело сделали. А сам-то опоздал. Носом клевал. Всех взвинтил. Генка, ну погоди у меня. Убью, хулиган. Мамка! Я ведь устала.